Продолжаем выпуск. Автомобилисты Ижевска спасли женщину за рулем. Она потеряла сознание, и неуправляемый автомобиль катился по загруженной магистрали. Кто предотвратил массовое ДТП и чем рисковал сам, выяснила сегодня Анжелика Ташмухамедова. Она просто съехала, потом обратно. Сегодня они уже спокойно в деталях восстанавливают хронологию события. По улице Ленина, это центральная магистраль Ижевска, в потоке машин заметили белую иномарку. На записи с видеорегистратора видно, как авто мотает. В какой-то момент его выбросило на обочину, потом снова на проезжую часть. За рулем без сознания находилась женщина. Получается, неуправляемый автомобиль. Участников движения много. Пешеходы. Кольцевая, Союзная, Ленина. Неизвестно, что могло произойти. Нужно было как-то остановить машину. Неравнодушные водители не проехали мимо. Сначала попытались остановить машину на ходу. Не получилось, двери были заблокированы. Потом стали выбивать боковое стекло. Тоже безрезультатно. Тогда водитель Рено Ишхан Калашьян принял удар на себя, подставил свою машину. Несмотря на то, что в салоне в тот момент находились его дети 3 и 5 лет. Я думал, в первую очередь, что остановить автомобиль девушки, чтобы она не доехала до кольцевого движения. Там могли ее просто зацепить, и было бы намного больше вреда и машине, и девушке. Теперь надо было срочно спасать женщину. Счет шел на секунды. Одни вызывали неотложку, рассказывают очевидцы, другие оказывали первую помощь, четко выполняя инструкции врача скорой по телефону. Я увидел девушку на сиденье за рулем. У нее были широко открытые глаза. Чувствовала, что ей тяжело дышать. И проверив пульс, он был очень сильно учащенный. В спецоперации принимали участие водители 7 машин. Экипаж ДПС тоже быстро приехал на место. Случившееся прошло по сводкам ГИБДД как несчастный случай. Но инспекторы благодарны добровольным спасателям. Госпитализация женщине не потребовалась. После осмотра врача ее передали родственникам. Между тем, ижевчане в соцсетях поступок водителей называют героическим и считают их достойными награды. Хотя сами участники происшествия свою решимость объясняют просто. Это обычно дело любого неравнодушного человека. На нашем месте любой, наверное, также поступил. Анжелика Ташмухамедова, Алексей Ларионов. Вести, Удмуртия. Эти мужчины видят друг друга второй раз в жизни, но пару дней назад они сработали не хуже профессиональной команды спасателей. Примерно в 3 часа дня, в пятницу, на улице Ленина они заметили странно двигающийся автомобиль. Первым начал действовать Сергей Васильев. Я выбежал, догнал машину, пытался открыть дверь, двери заблокированы, не смог открыть. И думаю, боковое стекло с водительской стороны разобил локтем, ударил локтем. Она в себя пришла, что ли, нажала на тормоз. Я отошел, думал, в машину сяду. Вроде притормозила, все. Смотрю, опять начала ехать. Я опять за машиной побежал. Сергей говорит, сразу понял, женщина, находившаяся за рулем, была без сознания. Выбить стекла на ходу не получилось, а машина приближалась к круговому перекрестку. Выпустить девушку без сознания на круг ее ангелы-хранители за рулем не могли, поэтому решились на крайние меры. Ишхан Калашьян остановил внедорожник, подставив свой автомобиль. Говорит, о железе в то время не думал. Страх был то, что насчет девушки, то, что жива, не жива, потому что она вообще без реакции лежала просто с открытыми глазами. Перед БМВ остановился, фаркопом принял на себя. Потом после этого уже, когда машину остановили, окно разбил, поднялся на капот, уже ногой тоже разбивал стекло. После этого уже только попали в машину мы. Машину открыли, остановили, и после этого уже пытались мужу позвонить, телефон разблокировать, не получалось. Потом скоро позвонили, гаишники приехали. Все это время Павел Урсегов и его жена двигались за неуправляемой иномаркой, аварийкой, предупреждая едущих сзади водителей. Идти на обгон опасно. А его жена вызывала скорую помощь и госавтоинспекторов. Померили пульс, положили ее в удобное положение и дожидались скорой. Долго ждали? Тогда каждая минута тянулась на адреналине, как будто как вечность. Пока ждали скорую, на сотовой девушке позвонил ее муж. Узнав о ситуации, срочно выехал на место. Дорожные герои передали девушку врачам. По их словам, сейчас с ней все в порядке. За разбитое стекло у владельцев иномарки претензий нет. Сами герои-автомобилисты до сих пор не осознали, что спасли чью-то жизнь. Анна Ковырзина, Павел Яскин. Новости.